Аамҭа, ахҭысқәа сақәҵас иалагоит. Иацтәи амш ҳаназхьаԥшуа, иаҳбоит уаҵәтәи аԥаагало, есааира ишмаҷхо. Ашәарҭара анааигәахо, ахдырра ҿыхоит. Уи ауп ахеиқәырхаразы ицәымзахо. Добрый вечер. Сегодня у нас в гостях кандидат исторических наук, этнолог Кама Аджинджал. Кама Алексеевна, добро пожаловать. Добрый вечер, Джамбул. Спасибо. Я знаю, вы занимаетесь изучением этнического характера или национального характера. Хотелось бы с этого начать. Что такое вообще этнический характер? В науке существует колоссальное количество определений этноса. Можно даже сказать, что нет какого-то определенного. По сегодняшний день ведутся споры, но есть ряд признаков, без которых этнос не может существовать, не может функционировать. Это, конечно же, и стабильные признаки культуры, это общая территория, это язык. И, как правило, обязательный признак — это самосознание, потому что без исторической родины народ может существовать. И даже мы знаем случаи, когда народ говорит не на своем коренном языке или говорит на нескольких языках. Но без таких устойчивых признаков культуры или самосознания этнос функционировать не может. На сегодня нет устоявшейся дефиниции, что такое этнос. Вот в вашем понимании, какие основные компоненты составляют этнос, вот, без которых этнос не может существовать? Без которых этнос не может существовать, это, конечно, этнос не может называться, не то что существовать, он может существовать, но он не может называться этносом, если он не будет иметь культуру, или то, что мы называем этничностью. Вот это вот понятие этничность, это говорит это объединяет все признаки, которые характеризуют этнос. Что такое этничность? Это представление понятия «мы» и «они». В чем оригинальность этноса? В чем оригинальность его культуры? Именно в том, что когда чувствуется различие между этносами, когда ты осознаешь, что этнос, которому ты принадлежишь, не похож на на другой этнос, вот тогда есть этничность. Здесь и язык обязательно. Больше без языка как будет функционировать этнос. Здесь понятие историческая родина играет очень важную роль. Религия играет важную роль. Материальная и духовная культура играют очень важную роль. И, конечно же, самосознание. Потому что, как мы уже сказали, можно не иметь исторической родины, можно не говорить на родном языке, но однозначно причислять себя к какому-то этносу. Здесь уже начинает свою роль самосознания. И вот эти все компоненты, включая, кстати, и психический характер, они и образуют этничность, то, что мы сейчас говорим. Термин этничность, он молодой, сравнительно молодой, он появился примерно где-то в 70-х годах 20 века в связи с ростом национально-освободительной борьбы, и тогда появился этот этнос появился, очень быстро распространился, и вот в русской этнологии он тоже прижился. Таким образом, мы определяем это понятие этничность. Этнический характер. Что такое этнический характер? Это одно из проявлений этничности. Этнический характер складывается на заре складывания этноса, и он развивается вместе с ним в истории. На него влияют очень много факторов. Это могут быть и природно-географические условия, конечно же, это экономические, это социальные факторы, которые влияют на становление этнического характера. Это обеспечивает жизнедеятельность этноса
И это эти черты передаются из поколения в поколение. То есть это не то, что заложено генетически, это то, что приобретается в результате воспитания. Кава Алексеевна, вот этнический характер и этнический темперамент. Этнический темперамент является частью этнического характера или это другое? Это выражение, этнический темперамент, это выражение этнического характера. Что такое этнический темперамент? Это определенный способ реагировать на конкретную ситуацию большей части членов данного конкретного этноса. Вот, например, если вы сообщите неприятное известие итальянцу, он будет рыдать в голос, рвать на себе волосы. Если вы сообщите тоже неприятное известие японцу, он будет улыбаться для того, чтобы не создать проблему окружающим. Понимаете? Казалось бы, одни и те же вещи представители каждого этноса выражает по-своему. Это и есть этнический темперамент. Этнический темперамент этнический темперамент является внешним выражением этнического характера. Вот это и есть этнический темперамент. Как человек выражает свои чувства. То есть можно сказать, что этнический темперамент зависит от психологии, как отдельно взятого индивида, так и от этнопсихологии в общем. Вообще, конечно, этнологи относятся к этому немножечко по-другому, не так, как психологи, хотя, конечно же, здесь имеет значение нейрофизические свойства организма, конечно же, но здесь имеет значение больше традиционность. Она тут играет очень важную роль. Манеры поведения, они формируются в результате проживания в определенной среде длительное время. То есть вот эти вот качества или признаки этнической психологии, характерные для каждого конкретного этноса, они формируются в определенной среде. Здесь все имеет значение. Как мы уже сказали, и природно-климатические условия, и история самого этноса, и традиции, обычаи. Выражается вообще передается все эти знания через духовную культуру. Все вот эти, мы уже сказали о том, что это не наследственный признак этнической психологии, это то, что проявляется в основе, проявляется в результате воспитания, и поэтому это форма выражения своих эмоций, традиционная форма выражения эмоций. Это изучение национального характера, оно не спонтанно возникает. Насколько я знаю, были древние авторы еще ранней античности, которые интересовались вообще природой, происхождением национального характера. Но тогда правильнее сказать этнического характера, ибо нации пока еще не было. Позже, как появляется интерес к данной проблематике, к изучению национального характера? Ты совершенно верно сказал, что корни этой дисциплины, этого течения в этнологии, они выходят в глубокую древность. Это раннеантичный мир, древнегреческие и древнеримские авторы, такие как Тацит, Страбон, Плиний и другие. То есть уже закладывались в традиции, эти закладывались в глубокой древности. Но как наука, конечно, это вот, можно сказать с уверенностью, что вторая половина XIX века. Хотя уже в трудах Канта и Гегеля уже появились такие понятия, как психология народов. Но четко можно сказать, что вторая половина XIX века и начало XX века – это вот как раз расцвет этнопсихологической мысли. Это французские и немецкие авторы. С чем это было связано? Почему именно тогда проявился интерес? Как и все в этнологической науке, вот это вот различие в народах, разница в народах, она всегда, как вообще возникла этнология, наука о народах. Это усиленная колониальная политика, это быстрый экономический рост, это потребность изучения себя,
изучение себя, других народов, а потом себя. Вообще в Германии эта наука о народах возникла сперва как наука, изучающая другие, не немецкие народы. То есть эти все явления, конечно, были связаны вот с практическими условиями, с практической необходимостью. Это появление этнопсихологической школы — это логическое завершение этнологической мысли. Вообще. Она, как я уже сказала, возникла в Германии и Франции и очень хорошо и быстро получила распространение и развитие в Америке. В 20-е годы 20 века появились очень интересные научные труды таких известных американских этнопсихологов, как Кардинер, Мид, как Рут Бенедикт. У нее необыкновенная работа «Хризантема и меч», в которых они проводят психоанализ, составляют культурные психоаналитические круги. В России тоже можно сказать, что этнопсихологическая школа сформировалась примерно в середине XIX века. В России тоже. Конечно же, здесь это зачатки этнопсихологической школы середины XIX века, уже позже оно сложится как течение именно в русской этнографии. Но на тот момент, конечно же, это работы Чернышевский, Данилов, Надеждин, Кавелин, Шпет, уже позже Бердяев, Соловьев, ну и Гумилев уже когда, как в их работах, конечно, вот очень большое значение уделяется этнической психологии. Что касается абхазской этнологической науки, то нужно сказать, что какого-то специального труда или монографии, посвященной этому вопросу, нет. Я знаю, что есть этнографы, которые работают с этой проблемой, такие как вот Марина Барцыц, я знаю, что у нее есть определенные наработки, статьи по этому вопросу, но какой-то конкретно... И у других авторов тоже всегда обязательно делается упор на этническую психологию абхазов, но вот специальной монографии, которой мы могли бы похвастаться, такого вот нет. Как считал античный философ Демокрит, все течет, все изменяется. Вот насчет национального характера. Это устойчивая форма или оно может меняться во времени? Значит, раз уж ты сказал про национальный характер, я хочу отметить, что немножечко отличается понятие этнос и нация. Хотя в советской науке было принято отождествлять эти два понятия, все-таки нация, наверное, имеет больше значение государственности. Но в данном контексте, вот в этом вопросе, мы вполне можем как бы этнический характер и национальный характер, особенно если это касается нашего этноса, мы можем как бы не делать между этими понятиями различий. Национальный характер. Он сформировался на заре возникновения нации, и поэтому это та часть человеческого сознания, которая меняется очень медленно. Конечно, он меняется, просто национальный хотя меняется, но он и складывается столетиями, и меняется он тоже очень медленно. В работах Тойнби была очень интересная мысль, он писал о том, что общество сталкивается с такими задачами, которые ему необходимо решить. И вот то, как они будут с этими задачами справляться, и говорят об их национальном характере. На национальный характер, на изменение национального характера, конечно же, влияют и социальные факторы, и природные факторы. Вот это могут быть и природные катаклизмы, это могут быть и войны, это может быть какая-то социальная неустойчивость и многие другие факторы. Так что национальный фактор меняется. Просто это не абсолютная величина, он меняется, но он меняется очень медленно. Хотя я думаю, что такие вот явления, как война, они быстрее способствуют изменению национального характера. Если вот брать, собственно, Абхазию, там получилось так, что распад Советского Союза и почти сразу война, которая была имела очень тяжелые последствия для абхазов. И поэтому после войны абхазский этнос, абхазская нация столкнулась с такими проблемами, которые нужно было очень быстро решать. И получился очень сильный перекос
в этнической психологии. То есть сегодня мы приобрели совершенно несвойственные для абхазского этноса новые черты. И я думаю, что вот такие катаклизмы, как война, они, конечно, ускоряют, или стихийное бедствие, они ускоряют вот это вот изменение национального характера. Но с другой стороны, на мой взгляд, такие вот катаклизмы, непредвиденные обстоятельства, допустим, как фактор войны, как вы говорите, является одним из факторов, наверное, проявления самого национального характера. То есть в экстремальных условиях национальный характер либо он проявляется, либо его вообще нету. То есть, как говорили еще древние, просыпается так называемый архетип. Да, совершенно верно. Война, она, конечно, проявляет как самые лучшие, так и самые худшие качества. В этнологии есть такое понятие непотизм, жертвенность. Когда думаешь о том, как молодые мальчики 16-17 лет воевали, стояли рядом со своими старшими, не задумываясь о том, что они могут быть убиты, ты понимаешь, что уровень это можно ли назвать национальным самосознанием, или это все-таки этнический характер, или это комплекс всех вот этих чувств, и любовь к родине, и жертвенность. И, наверное, в эту минуту они и не думают о том, что они могут погибнуть, в моем представлении. Настолько высока их цель, их задача настолько огромна, что мне кажется, что они даже не задумывались о том, вернее, конечно же, все на войне, наверное, задумываются о том, какой может быть исход, но не придавали ему такого значения. Это, конечно, колоссальный всплеск национального самосознания, наверное, все-таки, если можно его классифицировать как научное явление. Но я думаю, что большая часть не задумывалась об этом, что это правильно национальное. Мне кажется, здесь вот два компонента основных. Это, как говорится в этнологии, витальный и ментальный. То есть к витальному можно отнести, допустим, генетику, кровь, да? Когда на генетическом уровне абхазы издревле защищали свою родину, с оружием в руках вставали против врага. И ментальный уровень — это проявление этнопсихологии, то есть вот проявление комплекс, этнического характера. Да. Ну, ни для кого не секрет, что исторически так сложилось, что на территории Абхазии постоянно происходили какие-то войны. Здесь тоже, конечно, играет очень большое значение географический фактор. Расположение Абхазии, благоприятный климат, богатый растительный животный мир, красивая страна, открытая, транзитные пути, которые проходили через Абхазию, все это делало ее уязвимой. Если проследить историю абхазского народа, можно заметить, что практически нет периода, когда она не находилась в сфере чьих-то захватнических интересов. И вот эта вот историческая судьба абхазов тоже повлияла, как вы говорите, на психологический характер нашего народа. То есть исторически они воевали почти все время. Это, конечно же, тоже, не знаю, можно ли говорить, что это передается генетически, но это присутствует в эпосе, в истории, в рассказах. Это передается из поколения в поколение. Это, возможно, и генетически, наверное, что-то на психоэмоциональном уровне передается, но историческая память и вот эта вот традиция передачи информации, передачи черт традиционной жизни, это тоже, наверное, сыграло свою роль, конечно. Если взять американцев, да, это фактически калейдоскоп различных этносов, объединенных в нацию. То есть, по-другому, если сказать, национальное превалирует над этническим. Национальное, да, потому что американский этнос, наверное, уже приобрел свои черты, свою культуру, свой психологический портрет. Потому что времени прошло достаточно много, и несмотря на разнообразие этнических культур, все равно есть вот это понятие американская нация, есть понятие американская психология. То есть, да, это
конгломерат, уже сложилась нация. На примере Абхазии посмотреть с другого ракурса на этот вопрос. Существуют две формулы основные, их множество, но основные две формулы, когда этнос является государствообразующим звеном. И есть другая обратная формула, когда государство является образующим инструментом, как нация. Ну, на примере, допустим, Абхазии. Абхазское царство кто создал? Абхазский этнос. Американское государство, само государство создает нацию. Мы сказали, что все течет, все изменяется. То же самое касается этнического характера, наверное. Ибо, мне кажется, этнический характер, он тесно взаимосвязан вообще с культурой. Элемент культуры утрачивается элемент этнического характера. Ну, давайте к примеру приведем. Если, допустим, во второй половине XIX века у нас есть такой пример, Лохнинский сход, 1866 год. Абхазы отвечают на выступление Измайлова, когда Измайлов сказал: когда вы обращаетесь ко мне, снимайте свои шапки. На что абхазы отвечают: мы снимаем свои шапки, когда заходим в церковь, и святого Измайлова мы не знаем. И другой момент. Не прошло 70 лет, приходит новая система. 30-е годы 20-го столетия уже абхазы при встрече снимали нового образца свои фуражки, грубо говоря. То есть за неполных 50-60 лет элемент этнического утрачивается, ибо приходит новая система, новые символы. Одна из форм, мы об этом не сказали, когда говорили о факторах, которые влияют на изменение культуры. Одна из форм — это заимствование культуры. Она не всегда положительна. Иногда она положительна, иногда она не положительна, потому что, как правило, заимствуются не самые лучшие элементы культуры, скажем так. Поэтому... не самые лучшие для принимающих. Да, для принимающих. Потому что самые легкие обычно перенимаются, самые какие-то легкие элементарные вещи. Поэтому как бы это, да, это заимствование с чужих культур. Мы сказали, что да, с течением времени меняется этническая психология и, конечно же, заимствование во время взаимодействия с чужими культурами. Мне кажется, здесь есть и другое. Новая система всегда несет в себе новые сигналы, грубо говоря. То есть есть первичная сигнальная система, есть вторичная сигнальная система. К сожалению, эти процессы происходят во всем мире. Здесь много причин, опять же, глобализация, опять же, нивелирование этнических границ. Мир стремится к этому, и люди живут, уже не оборачиваясь на какие-то этнические компоненты, этническую культуру, на этнический характер. Происходит нивелирование этнических культур. С другой стороны, появилась совершенно полярная форма, когда есть этносы, есть государства, которые пытаются и всю свою политику направляют на то, чтобы вернуть себе часть традиционной культуры. Что касается нашего народа, нашей ситуации, то, конечно, мы утратили много хорошего. Это и в поведенческой политике, это в каких-то моральных, наверное, этических каких-то вещах мы многое утратили. Если мы сможем построить такое государство, которое будет экономически и социально прогрессивным, и при этом сохраним свое этническое лицо, было бы просто замечательно, потому что таких примеров множество. Ты Япония, знаешь, да, конечно, Китай, и Индия, да, много стран, которые, ну, во всяком случае, уж Япония точно супердержава в плане экономики, новейших технологий, и при этом это очень традиционная страна. Конечно, это было бы замечательно. Тем более, мне кажется, что мы не так далеко еще ушли от традиций, чтобы не смогли вернуться к ним. Ясное дело, что ко всем традициям мы вернуться не сможем, это, наверное, и не нужно.
ну хотя бы какие-то институты традиционные должны функционировать в Абхазии, я думаю, что мы бы от этого только выиграли. Хотя, как я уже сказала, это процесс, который происходит во всем мире, люди перемещаются, не озираясь на свои традиционные культуры, там, психологию, какие-то факторы, язык. Ты знаешь прекрасно, что есть языки, которые являются языками мирового общения, и поэтому это, конечно, для нас может быть губительно, потому что мы очень самобытные, очень небольшой в численном отношении народы, и у нас есть вероятность ассимиляции. С двойной Да. силой давлеет на нас Да, все да, это. да, это, конечно, все присутствует, но еще раз повторюсь, если мы найдем в себе силы и сами, и будут какие-то работать программы, какие-то институты, это, наверное, и государству нужно будет предпринимать какие-то шаги, несомненно, и для того, чтобы мы построили вот такое государство, которое было бы экономически благополучно и передовым, и в то же время традиционным. Мне кажется, что эти вещи можно было бы совместить, потому что наши традиции не идут вразрез с общечеловеческой культурой, наоборот. Иногда, когда анализируешь и характер, и культуру, и обычаи, и традиции, и мотивации, когда все это анализируешь, ты понимаешь, что никуда абхазский этнос далеко от мировых культур не ушел, что это все зачатки как раз мировой культуры, человечности, человеколюбия. Вся абхазская психология, она построена на человечности, на благородстве. Вы затронули вопросы процесса глобализации. Можно сказать, что национальное на сегодня давлеет над этническим? Ну да, этнического характера, наверное, уже как такового и нет. Наверное, больше в современных государствах это, наверное, больше национальный. Там, где сохранился, это уже, конечно, больше национальный характер. Этнический характер, он как бы и прост, и сложен в одновременно, и просто сложен. Казалось бы, люди, населяющие Землю, независимо от того, к какому этносу они относятся, они живут одинаково, радуются или огорчаются и так далее. То есть одни и те же вещи они делают по-разному. Это различие культур, различие этнического характера. Здесь очень важную роль вообще в этничности играет этническая психология. Вообще это часть этничности, конечно же. Этнический характер, психология народа – это часть этничности, ее очень важная часть. Там много факторов влияют на формирование этничности, как мы уже говорили, это и религиозные, это и географические. Чувство Родины, историческая Родина – это очень важное чувство. Оно дает такую свободу и такую поддержку за спиной, это чувство Родины. Посмотрите, иногда вот вижу, как, в каких-то передачах иногда вижу, как люди после длительного отсутствия, возвращаясь на родину, целуют землю. И как-то первое время не воспринималось как что-то очень важное, серьезное, но понимают, видимо, доведенные до такой тоски по своей родине люди, что они готовы целовать землю в наше время. Посмотрите, как сохранили потомки махаджиров нашу культуру, как они держатся друг за друга, как они тянутся друг к другу, как они сохранили язык, наши обычаи. Вот в чужой этнической среде. Понятно, что это именно она заставила их консолидироваться и сохранить этническую культуру. Но сколько лет прошло? И вот это вот передаваемая из поколения в поколение тоска по родине. Они вспоминают о ней как о чем-то замечательном, необыкновенном, необыкновенно красивом, теплом, добром, потому что тут их дом. Вот это вот чувство Родины, конечно, тоже. Это очень важный фактор в этнической психологии, потому что ты чувствуешь за своей спиной, ты чувствуешь поддержку, то у тебя есть дом. Не буквально, пусть это будет фигуральный, но иногда мы со студентами это часто обсуждаем, они вообще любят на эту тему поговорить, у них всегда есть много вопросов, и мы с ними обсуждаем тот момент, что ты, попадая в чужую этническую среду,
рассматриваешь окружающий тебя мир, вот это через призму своих этнических представлений. То есть так, как ты понимаешь, что должно быть. И они вот любят рассказывать, как вот они там поедут на несколько часов в Сочи, когда возвращаются и переходят границу, и чувство, фу, слава богу, мы дома. Хотя, казалось бы, ландшафт один и тот же, военных действий нигде нет, но вот это чувство Родины, вот эта защищенность, это, наверное, очень важный элемент в этнической психологии абхазов. Что хотелось бы сказать в конце, что этнический характер — это не миф, он существует, он меняется, правда, он меняется с течением времени вследствие различных причин, но это, если можно так сказать, это то, как этнос себя презентует. Этнический характер — это внешнее проявление твоих заложенных в тебя культурных составляющих твоего этноса. Это презентуется и в общении, конечно, с другими этносами. Это презентуется и в литературе, это презентуется в восприятии каких-то явлений. Это, наверное, все-таки больше всего это проявляется вот в культуре. Все-таки. Алексеевна, мне остается выразить большую вам благодарность за столь интересную беседу и пожелать дальнейших творческих успехов. Спасибо тебе, Джамбул, большое. Я тебе тоже желаю всяческих успехов и в твоей научной деятельности, и здесь, на телевидении. Пусть у тебя все будет хорошо. Спасибо большое. Дорогие телезрители, всего доброго.